Чистая вода пришла и в Айхал. В поселке в полную силу заработала водоочистная станция. На днях новый комплекс открыли в торжественной обстановке. Оксана Мезенцева с подробностями. Своя водоочистная станция теперь есть и в Айхале. Новый специализированный комплекс заработал в полную силу. Отныне жители поселка будут пить только качественную воду. Она будет соответствовать всем госстандартам. Уже в здании гости смогли оценить качество работы системы фильтрации. Выпить стакан кристально чистой воды предложили всем желающим. ГОСТовское качество воды, оно в любом населенном пункте будет одинаково вкусным. Почему? Потому что требования достаточно высокие, но наши воды, они в принципе даже и не очищенные неплохие, но вот эта цветность, она является таким параметром, который, в общем-то, человеку приносит некоторые проблемы. Новая водоочистная станция отвечает всем требованиям. Современное оборудование, применение необходимых реагентов и, конечно, своя лаборатория, где очищенная вода будет проходить ежедневный постоянный контроль. Исходная вода, допустим, по цветности у нас составляет 36 градусов цифра, а уже после очистки через грубые механические фильтры, через осветительные трехсекционные фильтры и после дозирования для обеззараживания раствора гипохлорита, вода на выходе, которая подается потребителю, по цветности составляет 19 градусов. При норме не выше 20. В режиме пусконаладки новая станция работала весь апрель. Чистая вода уже поступала в дома айхальцев. Воду без должной обработки жители поселка использовали на протяжении десятилетий. На станции будет очищаться 20 тысяч кубометров воды. Расчет сделан на перспективу. Строить водоочистную станцию в Айхале начали 2 года назад. В конце 2015-го комплекс был сдан. Станция была готова к эксплуатации, но запустить ее сразу не удалось. Оказались непригодные трубопроводы. Проблему быстро решили, и уже сегодня в Айхал пришла чистая вода. Новая водоочистная станция – долгожданный подарок поселку-юбиляру. Оксана Мезенцева, Евгений Шаповалов, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».